Наш президент Аслан Бжания начал свой президентский срок с решеток на окнах и заканчивает забором. Живет он тоже за забором на даче под названием Дача Берия в Сухумском дендропарке, вход который теперь только для курортников. Местным жителям закрыли вход в дендропарк после того, как там поселился наш президент. Иногда Бжания ходит на работу и тоже за стену, которую обнесли администрацию президента пару лет назад. Теперь вокруг стены появился еще и кованый чистокол, который венчают навершия. Навершия не простые, а двойные. Пики расходятся в разные стороны. Чтобы не было одиноко и страх не проникал сквозь коридор, связывающий парламент и администрацию президента, он решил закольцевать забором и парламент. Депутатов не спросили, и они, пока установка забора еще не завершена, решили обратиться к президенту и начальнику государственной службы охраны с предложением прекратить работы по возведению ограждающей конструкции перед зданием парламента. Так, 3 мая по инициативе депутата Харазия заборный вопрос был включен в повестку дня заседания сессии парламента. Почти все проголосовали за обсуждение. И тут все понятно. Мало кто хочет работать за забором, да и в политической жизни нашей республики сложилась важная традиция – общедоступность законодательного органа для всех граждан. И подобные конструкции противоречат демократическим принципам открытости законодательного органа власти и будут способствовать негативному общественному мнению. Так считают депутаты. Но к моменту обсуждения вопроса народные избранники дрогнули и стали тихонечко вытекать с заседания сессии, покурить, потому как по какой-то злой случайности что-то в парламенте опять испортилось и пришлось голосовать руками. А когда руками, то очень видно, кто как голосует. Спикер Лаша Ашуба попытался призвать утекающих коллег к исполнению депутатского долга. Безрезультатно, и след простыл. В зале заседания осталась лишь половина депутатского корпуса. Из них 2 воздержались, 3 проголосовали против. Постановление не прошло, потому как это на выборах считают от числа пришедших на выборы, а в парламенте от списочного состава. И когда половина парламента занимается личными делами, а из той половины, которая вроде бы отметилась своим присутствием на сессии, откалываются злостные курильщики, сложно рассчитывать на то, что общественно значимый вопрос наберет необходимое число голосов. В общем, абсолютно проходное постановление законодательного органа власти загубили, и остался только депутатский протест в форме заявления 17 депутатов, которые, уверенно, Аслан Бжания проигнорирует. Но интересно здесь не только то, как депутаты голосуют или не голосуют, но и то, как обосновал народным избранникам, которые засопротивлялись решеточному режиму работы, необходимость забора вокруг парламента представитель президента Баталайба. Первый аргумент «так во всем мире» был разгромлен в пух и прах депутатом парламента Харазия. Он потребовал назвать страны, в которых парламент находится за решеткой. Айба сказал: везде. На требование конкретики пообещал ответить письменно. Но номер про письменно — это не с депутатом Харазия. Представитель президента под натиском выложил, видимо, главный аргумент — безопасность. Есть необходимые охранные требования, в том числе и конституционные нормы, в том числе касаемые депутатов парламента, которые необходимы для защиты данного здания, сказал он. Тут не выдержал даже обычно сохраняющий самообладание спикер. Спасибо, заканчиваем. Попытался остановить не ласкающую ухо полемику Лаша Ашуба. Но депутаты, которые в отличие от главы государства не ощущают опасности внутри страны, дожали президентского представителя. Закройте вход из парламента в администрацию, заложите двери, это гораздо дешевле, посоветовал Харазия. Если кто-то считает, что ему нужно огородиться, это его дело. Я не считаю, что нам надо огораживаться, сказал депутат Хутаба. Представитель президента Айба счел постановку вопроса неверной и назвал забор вокруг комплекса правительственных зданий магической фразой «мерами национальной безопасности». Да, именно так и сказал. Меры национальной безопасности. И теперь получается, что согласно доктрине Бжания, озвученной его представителем в парламенте, национальная безопасность – это не защита нации от внутренних и внешних угроз, не укрепление обороноспособности страны и ее границ, не борьба с коррупцией, не
демография и защита государственного языка. Национальная безопасность – это повсеместная охрана президента, которому, кстати, никто не угрожает. И в этом давно уже нет ничего удивительного. Тем временем, как абхазская армия сокращается, растет численность охраны высших должностных лиц и их материальное обеспечение. Финансирование СГБ, занятого в основном поиском внутренних врагов, иноагентов и инакомыслящих, увеличилось в разы. А охранников у нашего президента тьма тьмуща и на даче, и на работе, вокруг здания, у входа в здание, у дверей и в коридорах. Они его сопровождают даже во время переездов по городу, дежурят у ресторанов и гостиниц, на закрытых вечеринках, на суше и на море. Недавно наблюдала, как Асланбжаня осматривал прибрежную территорию недалеко от моего дома. Ей-богу, не обратила бы внимания, если бы толпы охранников не оцепили территорию от пляжа до автомобильной трассы, не рассыпались по всему периметру железной дороги. И все это происходит у нас, в Абхазии, которая всегда гордилась доступностью руководителей страны и чиновников всех мастей. В Абхазии, где за заборами и колючими проволоками находились только российские санатории, посольства и военные объекты. Заборы – это ненависть и страх. Откровенный страх президента перед народом нарастает, как снежный ком. А ограды и охранники множатся в преддверии президентских выборов. Такого в истории нашей страны еще не было. И это означает, что уступать свое кресло Асланбжаня не намерен, вне зависимости от воли изъявления народа.